Смотрите, что уже творится. Полы проваливаются. Это стенка уже пошла. Все отваливается. Иван Кривошеев в этом доме по улице Кузьмина, 20 долгожданную муниципальную квартиру получил в далеком 1995 году. С тех пор здесь и живет. Да и жил бы дальше, если бы не физический износ дома. Стены, потолок, полы – все рушится. Жильцы с надеждой ждут переезда. Находиться здесь стало не только невозможным, но и опасным для жизни. Только вот в этом году не стал перестилать. А так все я своими силами это все убираю, выношу на улицу. И полы перестилаю. Та же картина у соседа из другого подъезда. Александр Молоков уже 5 лет не может провести в квартире ремонт. Штукатурка на стенах практически вся обвалилась. Лепить новую нет смысла. Дом, особенно по ночам, ходит ходуном. До этого более-менее как-то тут можно было существовать. Мы не живем, существуем. Многие жильцы мечтают переехать жить в рядом строящийся 9-этажный дом. Свою деревяшку признали аварийной в 2012 году. Под первый этап федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья жильцы не попали, зато автоматически перешли во второй этап. Часть жильцов получили по ней компенсационные выплаты и съехали. Оставшиеся до сих пор ждет, когда их переселят. Включая этот дом, признано уже 26 домов аварийными. И, соответственно, в этом году вот мы надеемся, что все-таки построится дом, и эти жители, значит, многоуважаемые жители, будут переселены в дом, который как раз строится. Из 16 квартир здесь у нас получили компенсацию. По информации ДЖО, 5 квартир уже получили компенсацию. Остальные, соответственно, либо работают в этом плане, либо ждут переселения. Беда не приходит одна. Помимо того, что сам дом находится в плачевном состоянии, буквально 2 дня назад во время строительных работ, мы все видим, здесь обвалилась земля. Сейчас, конечно же, все это устраняются и обещают, что до вечера всю эту ситуацию уже исправят. Огромный котлован появился во время земляных работ, которую как раз в эти дни проводит подрядная организация, строящая рядом стоящий новый дом. Строители хотели провести под землей канализационную трубу и вырыли яму, которая под напором талых вод превратилась в то, что сегодня можно здесь наблюдать. Сегодня все закроем, все подключим, закопаем, дома отопления пустим, горячую холодную воду. А из-за чего вот произошло? Сможете поняли? Ну вот вы же видите, сейчас все оттаивает, все обваливается, все тонет. Техника вот одна заезжает, одна места нету работать. Одна техника заезжает, вторая выезжает, вот поэтому так и мучаемся. Канаву, может, и закопают, только дом от этого не станет крепче. Новостройку обещают закончить к концу этого года. Достоит ли дом, как говорится, поживем, увидим. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск.